Мы заявились с первым в России форумом по природному туризму. Экотуризм все-таки является частью туризма, называемого природным. Но в моем понимании, что для простоты понимания этого термина, природный туризм – это все виды туризма, использующие природные ресурсы. Республика обладает уникальным потенциалом. Мы когда делали аналитику, увидели, что самый ключевой ресурс – это природный. Ну, если мне память не изменяет, по-моему, около 350 объектов наше Министерство природы называет уникальными, исключительными. То есть это огромные возможности показа туристам. Мы посмотрели рынок в России, и стало понятно, что на рынке природного туризма Коми может стать закоперщиком. Мы близко находимся к большим городам. Значит, Москва, Питер, города-миллионники, Поволжье, мы близко к рынкам. Мы близко к Европе на самом деле, достаточно. Но я сейчас говорю о сравнении, допустим, двух еще лидеров России по природному туризму, Алтай и Карелия. Да? Карелия очень давно на рынках туризма работает. А Республику Коми никто в таком качестве не видел. И, в общем, мы решили, что было бы очень неплохо, если Республика Коми заявит такой с ясной позицией лидерской в сфере природного туризма. Форум является такого рода инструментом по предъявлению нашей позиции вовне. Нас узнают. Б, мы соберем здесь профессионалов, мы станем ежегодной регулярной площадкой по обсуждению проблематики природного туризма. Мы не говорим, что мы готовы к массовому потоку туристов. Мы говорим о намерениях. Наша стратегия заявлена на 10 лет. И мы говорим, что мы понимаем, коллеги, что у нас богатейшие ресурсы, при этом мы понимаем все ограничения, которые у нас есть. И мы готовы с этими ограничениями системно работать в течение 10 лет. То есть первые результаты, понятные и эффективные, мы предъявим через 10 лет. Чтобы более демократический формат, было задумано название «Еж». Ежик, он и подходит нам, потому что это животное, которое живет только в чистых местах. Очень большое желание было уйти, не делать, значит, здесь официальное такое галстучное мероприятие. Мы придумали, видите, формат форум. Это такой самая демократичная форма проведения вот этих коммуникационных историй. Мы не конференцию заказали, не отдельную, там, я не знаю, рабочее совещание, заметьте. Мы же заявляем формат не внутреннего события. Нам нужно было найти общий символ мировой. И мы считаем, что еж великолепно отвечает этому заказу. А во-вторых, он очень просто позитивный зверек. Вот при слове ежик у всех возникает улыбка. Более того, мы спозиционировали наш форум очень мощно, потому что так никто не называет. Все какие-то длинные сложные названия. А нам там сейчас пишут, мы приедем на вашего ежика. Есть, условно говоря, люди, которые приедут за знаниями, за знакомством, собственно, с трендами, с тенденциями, с политикой государства в этом направлении. Кто-то приедет узнать новые технологии в продвижении, кто-то вообще просто хочет понять, что такое природный туризм и в чем его едят. Кто-то приедет со своими продуктами, потому что у нас разнообразные форматы форума предлагают в том числе и представить свои продукты. Для жителей и для игроков с территории республики это, собственно, возможность познакомиться с лучшим опытом, с лучшими кейсами. Ну, одно дело, понимаете, да, собраться и поехать куда-то, изучить, сколько ресурсов надо, а другое дело, когда сюда приезжают. Понимаете, какая экономия ресурсов? То есть там задачи очень разные, и политические, и, собственно, маркетинговые такие по позиционированию территории, и образовательные, и развивающие. Мы запускаем в том числе и проблемные круглые столы, чтобы, понимая там наши ограничения территории, нам нужно пытаться договариваться между собой. То есть площадка форума – это место, где можно договариваться всем трем ветвям общества. То есть, собственно, власти, которая отвечает за работу с ресурсами, там, не знаю, НКО, все организации, которые, значит, на этих идеях развивают, в том числе и экотуризм, и природные туризмы, и бизнеса, который инвестирует и создает инфраструктуру. Мы проектировали конгрессное событие. Наша задача – удержать людей в Сыктывкаре как можно дольше.
ну, чтобы вообще в конгрессном туризме это отдельная форма создания продукта. То есть конгрессный продукт должен дать возможность людям побыть на территории достаточно длительное время и потратить здесь деньги, потому что деловые туристы – это самые, ну, туристы, которые больше всего тратят деньги. Поэтому наша вторая задача внутренняя управленческая была спроектировать так, чтобы люди находились на территории и тратили деньги. Предлагаю хорошее содержание. Я же не просто их собираю на какую-то формальную вещь. Я привлекаю хороших экспертов. Там Ростуризм сейчас очень поработал по международным экспертам. Очень нам помогли. В первый день будут интересные спикеры. А эти люди приезжают в том числе для консультаций, для работы и экспертизы тех проектных идей, которые есть на территории. Но это же результат, коллеги. Где его можно еще вот так получить? Для того, чтобы получить такой результат, человек в обычной жизни тратит от года до 2. А здесь мы в течение 3 дней, в общем, создали разные форматы обсуждения ваших проектов, начиная с докладов на конференции и заканчивая презентациями на Pitch Кучи, где вы просто можете со своей проектной идеей выступить и рассказать о том, что вы хотите сделать. И в чем у нас проблема в России? У нас в России мы очень долго и много рассказываем о том, какие у нас возможности. То есть мы рассказываем о ресурсах всегда, везде, на уровне там, наших выступлений, наших руководителей. А рынок, он требует продуктов туристических, то есть конкретного понимания туриста. Вот мы говорим, приезжайте к нам, он говорит, о, готов, уговорили, понравилось, хочу. Куда? И вот тут у нас наступает ступор, потому что мы не можем предложить продуктов. Мы мало в это вкладываем, ну, там связано, там ряд причин, почему это так происходит. Но задача вот этого конкурса лучших продуктовых практик стимулировать за счет новых технологий, за счет того, что люди про свои продукты начинают снимать короткие 5-минутные ролики рекламные, стимулировать вот эту вот форму появления этих продуктов, предъявления их в очень интересной интерактивной форме. И вот Республика Коми выступает в этом плане тоже инноватором. Такого еще конкурса не было. Мы хотим, чтобы предприятия, предприниматели, просто отдельные физические лица, у которых есть либо проекты, либо идеи, либо товары, способные стать гастрономическим сувениром Коми, мы хотим, чтобы они были предъявлены на этой Pitch Кучи и впоследствии получили поддержку от органов власти, от предпринимателей, от инвесторов.